Прошедшие сутки последние в республике нагнеталась обстановка в связи с проведением митинга. Данный митинг был разрешен органами государственной власти. Там было определено время с 10 до 18 часов, однако организаторы митинга не уложились в данное время, и молодежь, и участники митинга оставались на площадке проведения митинга, как в вечернее, так и в ночное время. Неоднократно предупреждались о нарушении закона, о митингах, шествиях, о недопустимости такого нарушения, но однако же они не приняли все это к сведению. После того, как был завершен митинг в городе Магаз, опять-таки некоторые участники и провокаторы из числа митингующих организовали перекрытие федеральной трассы в районе Икажевского круга. Все это было заранее спланировано. В связи с этим правоохранительными органами сегодня проводится ряд следственных оперативных мероприятий по установлению данных лиц, которые применили насилие в отношении правоохранительных органов, которые нарушили общественный порядок, перекрыли федеральную дорогу. И в связи с этим и многие жители сегодня высказывают обеспокоенность и просят органы государственной власти и правоохранительные органы, чтобы те зачинщики, те хулиганы, которые устроили этот дебош, чтобы они не ушли от ответственности. Хорошо. Мы пошли навстречу, очередной раз пошли навстречу организаторам митинга, совершенно понимая необоснованность даже выдвигаемых требований. Это раз. Второе. Организаторы митинга выдвигают один вопрос, даже тогда, когда уже был отсутствован закон, а это был просто повод, чтобы завести очередной раз людей, или же притянуть в свои ряды побольше людей. Запустили вот эту идею проведения митинга, и тогда закон не пойдет, когда закон не противоречит ни федеральному законодательству, ни интересам Республики Мусей. Тем более тот абзац, на который ссылаются организаторы митинга, никто менять не собирается, он в такой же редакции остается. Для того, чтобы он его менять или не менять, добавлять или не добавлять, были вторые и третьи чтения. И организаторы митинга это прекрасно понимают. Мы знали, предполагали, что это при тем уже сейчас доказано, что организаторы митинга планировали противоправные акции и мероприятия. Поэтому вам, как секретарю Совета Безопасности, надо взять на контроль. После прошлого года события ни один организатор митинга, ни один нарушитель спокойствия не был наказан. Никоим образом. Даже тех, которых хотели наказать административным методом наказать, и то не удалось. Это говорит о том, что все-таки присутствует отсутствие наказания. Это люди, которые в прошлые годы вообще нигде не показывались, прятались по щелям, боясь выйти на улицу. И вот сегодня эти люди организуют такие массовые мероприятия, обманывая людей. Там запишите, сейчас разберитесь, так называемый совет тейпов некоторого Ужахова. Там было объявлено, сейчас найдите видео, найдите вот эти ссылки, где было сказано, каждый представитель тейпа должен выделить по 3-5 молодых людей, готовых умереть. Вот так вот сказано. Почему же этот Ужахов, этот Барахоев, этот Погоров, этот Хамхоев, который за ним стоит, почему же они в 2008 году такое не сделали, когда день и ночь убивали? Почему же они тогда не просыпались, не думали о том, что давайте соберем Кагинах, которые готовы умереть, и встать против террористов? А сегодня они ради чего молодежь толкают? Ради чего? Ради себя, ради своих рынков, аптек, чтобы люди погибали, умирали молодые. Все вот такие действия приводят к таким последствиям. Приводит к тому, что республика начинает жить в напряжении. Кто к нам поедет после вот такого дикого вот такого отношения на федеральный территорию? Ну кто к нам поедет? Сейчас на жесткий контроль взять расследование дела, вот именно по сопротивлению наказанным сотрудникам органов правопорядка. Полночи сидели, пока некоторые организаторы спали в своих теплых постелях. Полночи мы здесь сидели, уговаривали разойтись. Сейчас каждого, там видео есть, все показывают, все четко видно.
каждого, кто там оказывает сопротивление, взять на жесткий контроль, чтобы понимали все, что так делать нельзя. И потом, вот опять же, я сегодня начальник ГИБДД задачу эту поставил. Все машины, которые в ночь после этого катались, мы победили с флагами. Кого они победили? Позорят республику. Им строятся объекты спортивные, школы, садики, учитесь, развивайтесь. Они что делают? Никакого уже ни к старшему, ни к младшему, ни республике, ни к женщинам. Самым жестким образом их надо наказать. Самым жестким образом. Но особенно организаторы митинга. Я буду добиваться, буду обращаться во все инстанции, добиваться уголовного преследования всех организаторов митинга. Их надо просто снять и сажать в тюрьмы. Вот на это обращаю очень серьезное внимание. Обратите, и, конечно, максимально надо сейчас проводить профилактику. Организуйте сейчас, я глава администрации поставил задачу, сами тоже участвуйте, ваши подчиненные, чтобы участвовали. И что посмотрите, кто должен там участвовать. В обязательном порядке входа в населенных пунктах. И эту информацию до всех доводить. Муфти, так называемый, выступает. Сказал что-то, все, что сказал, вранье, которое с него спросится, и шинхойо и бьяцас. Ваше время терять не буду. Умчался, поехал поспать. Как священнослужители, так называемые, могут людей призывать к митингу? Это как вообще есть в голове мысли у них? У них вообще Всевышний присутствует в голове или нет? Вместе с управлением по делам религии проведите цикл передач на телевидении. С опорой на Сунну, на Коран, на все трактовки Священного Писания. С доказательной базой, что это невозможно, что это нельзя. Ну и, как я уже говорил, там, бюджетные организации, спортсмены и так далее, и так далее. Я прошу у президента страны Владимира Владимировича Путина спортивные залы не для того, чтобы там мышцы качали и здесь органам правопорядка противостояли, а для того, чтобы занимались делом, занимались спортом, занимались своим здоровьем, учились. Обратите на это очень серьезное внимание и чуть пожестче давайте в этом направлении. Дальше. И сегодня, и завтра ряд мероприятий будет проведено в республике. В том числе по усилению постов, дополнительные посты заслоны и другие мероприятия. Тоже как секретарь Совета Безопасности, главам муниципальных образований, сельских поселений. Посетите эти посты, закрепить за ними глав сельских поселений, муниципальных образований, общественные советы. При необходимости оказывать помощь, содействие. Еще раз выступить на телевидении, людям объяснить. Еще посмотрите обязательно. Разработайте, там Андрей Владимирович в курсе, Васильченко, потому что если исполняющий обязанности министра МВД, сами, в том числе и ваши представители, юридически правильно разложите всем. Сегодня этот молодой человек, который выскочил, он совершенно не понимает, что он делает. Но если он попадает в базу данных, это практика не нашей страны, это практика всего мира. И если он попадает в базу данных, ни он, ни его братья, ни его сестры, ни его дети, которые через 20-30 лет, если появятся, если даст Всевышний появится, не смогут устроиться на госслужбу, на работу. Почему они этого не понимают? И самое главное, с управлением внутренней политики, с Миннацем, с священнослужителями, с управлением по делам религии тоже, вот просто обоснованно покажите, что никакой идеологии, чтобы вот так себя вести, нету. Есть только идеология товарища Хамхоева, так называемый муфти, и тех, кто за ним стоит, чтобы сберечь их рынки, аптеки, бизнес, амбиции, вернуть хадж, вернуть те блага, которые у них будут. Больше ничего. Ни земля, ни граница, ничего. Могу вот поклясться на этом, что больше ничего там нет, кроме этого. Лично свои амбиции. И первое их посещение товарища Барахоева и других товарищей к полпреду, первый вопрос, что они задали, дайте нам достроить мечеть, что мы строили, верните нам хадж, первое, что они там задали. Когда людей вывели на митинги под видом границы по Чеченской республике. Первое, что, и это, все они это прекрасно знают. И сами митингующие начали возмущаться. Неужели нельзя людям проснуться и посмотреть на них? Проработайте этот вопрос, обговорите, обсудите и жестко работайте в этом плане. И на контроль держите каждого лидера так называемой этой оппозиции. Лидерами они никогда не были и не будут. По каждому из них есть справка.
Тот же Погоров 2 раза был министром. У одного президента, у второго президента. Генерала так не получил. Предал одного, предал второго. Уволили его. Аушев его уволил. Что он делает? Уже во время выборов Зязикова сидит, рассуждает. Я вас всех в Пятигорск. Вот его первым отправить в Пятигорск надо. Его рецепт. Сам предложил. Нам даже мысли это не проходило. И потом, он это уже Зязикова предает, когда оппозиция здесь митинг устраивала. И там стоит со своими детьми на митинге. Это вообще, люди что, не видите этого, что ли? И как может за этим людям, вообще молодежь, как может за таким людям? Это же генетические предатели народа. Да, я как глава республики дал слово. Никаких действий не предпринимать по ним, кроме как по закону. Ну, должны же понимать, молодые люди, вообще люди должны понимать, почему. Но если ты идешь куда-то, ты уже должен понимать, для чего ты идешь, с какой целью ты идешь. Даже если ты близкий родственник его. Почему никто не останавливает, почему не говорят, нельзя этого делать? Разберитесь это, очень жестко там проработайте и каждого держать на контроле. Мы должны утром и вечером заслушать, что по ним делают органы правопорядка. И добиваться того, чтобы как минимум административно, как максимум уголовные дела были возбуждены против организаторов. Да, по молодежи там все равно, кто сопротивлялся, по ним будет, чтобы другим было неповадно. Но их тоже надо приглашать сейчас родителей, кто там был